Доброе утро, дорогие телезрители! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. И сегодня в нашем эфире мы поговорим о правилах безопасного отдыха на природе, сделаем утреннюю зарядку в кровати, поговорим, увидим, офисную сумку-крысу и поговорим о базовом мужском гардеробе. Также познакомимся с профессией нейропсихолога, зададим вопросы учителю русского языка, посмотрим репортаж о завуче с 30-летним стажем, а также увидим афишу кино и первомайский разговор с профсоюзами у нас будет также. Слушай, она такая насыщенная у нас программа. Да. На самом деле все это будет динамично, весело, энергично и, как всегда, очень по-утреннему. Напоминаем, что у нас есть канал в Максе, где вы можете перейти по QR-коду и познакомиться с последними новостями, быть с нами все 7 дней в неделю. К сожалению, мы с вами только 5, а на этой неделе еще и меньше, да? И, конечно, быть в курсе всех самых последних позитивных утренних хороших новостей. Но прямо сейчас спешу с новостями о погоде. Итак, в центральных районах сегодня плюс 11, в вторичной группе от 0 до 12 градусов тепла, в южных плюс 5, минус 1, в Вилюйской группе от 0 до 8 градусов тепла, в Нижнеленских плюс 11, минус 2, в западных плюс 6, 0 градусов, в Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 5 и даже минус 16, в Янских от плюс 7 до минус 12, ну а на северо-западе 2 градуса тепла и 11 градусов мороза. В Якутске в 6 часов утра температура составила 3 градуса выше 0, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер 1 метр в секунду, западный. Сегодня днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура днем плюс 9, плюс 11 градусов. Так, ну что, теперь мы знаем, что надеть на работу перед выходом. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство выделит 14 миллиардов рублей на модернизацию скорой помощи в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках федерального проекта до 2030 года создадут и оснастят 12 приемных отделений, еще 2 для ФМБА в закрытых городах. По словам Голиковой, обновленные объекты помогут оказывать медицинскую помощь быстрее и снизить тревожность пациентов. Президент посетил Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где осмотрел образцы отечественной медтехники, а затем по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов скорой помощи. Законодательное собрание Петербурга предложило дать регионам полномочия организовывать бесплатное профессиональное обучение для многодетных родителей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы считают, что это поможет многодетным семьям найти работу и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Однако в правительстве сочли поправки избыточными. Там напомнили, что у субъектов и так уже есть право организовывать дополнительное профобразование за счет региональных бюджетов. К визам «Своя игра» завершили месячник по охране труда Управления промышленной безопасности и корпоративный университет «Алроса». На вопросы за 50 и за 70 отвечали сотрудники структурных подразделений компании. Аналог телевикторины с выбором темы сложности вопросов собрал 8 команд. В таком формате знания сотрудников проверяли впервые. Как показали результаты игры, лучше всех подкованы в сфере промышленной безопасности специалисты Управления капитального строительства. На втором месте команда Мирнинского управления автодорог. Тройку знатоков замкнула Вилюйская геолого-разведочная экспедиция. Получилось сплочение коллективов, командообразование, чтобы разные специалисты разных функций пообщались между собой, поделились где-то формально, где-то в неформальной обстановке. И это положило определенное взаимодействие, уже дальше положительно отражалось на производстве при решении вопросов по безопасности, при проведении производственного контроля. В Якутск прибыл чемпион мира по конной стрельбе из лука Сергей Одиноков. Спортсмен провел мастер-класс для 6 юных наездников на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета. При этом среди слушателей эксперта были как и неопытные спортсмены, так и те, кто уже достаточно успешно выступил на соревнованиях республиканского уровня. Сама конная стрельба очень молодой вид спорта. Во всероссийский реестр его внесли лишь в феврале этого года. В задачи спортсменов входит преодолеть галопом определенную дистанцию и в движении попасть в мишень специального лука. Ближайшие соревнования по конной стрельбе пройдут в Якутске на ипподроме Агату 10 мая. В этом году уже пройдет 10-й чемпионат России
по конной стрельбе из лука. Он развивается, в общем-то, довольно динамично. Наши спортсмены очень много посещают соревнований и за рубежом, и внутри страны добавляются регионы. И сейчас в связи с официальной дисциплиной стало добавляться много регионов, в которых занимались изначально спортсмены джигитовкой и темпингом. В Театре кукол города Нерюнгри реализуются интересные творческие проекты. На данный момент готовится пилотный запуск проекта театральной интеллектуальной игры для юных зрителей «Горшочек Вари». Формат напоминает популярные игры «Что, где, когда», «Брейн-ринг» или «Квизатлон». Участникам предстоит проявить эрудицию, логику и смекалку. Игра состоится 31 мая и будет посвящена Дню защиты детей. Предстоит командное состязание с музыкальными загадками, медиа-вопросами и вопросами на театральные темы. Второй проект сегодня в активной фазе – это видеосерия про спектакли. Ежемесячно выходят ролики, открывающие зрителям закулисье театра кукол. В выпусках можно узнать, как идет подготовка к спектаклям, как создаются куклы, шьются костюмы, как изготавливается бутафория и что остается за кадром и обычно скрыто от глаз публики. У театра есть история, и в этом проекте мы хотим зрителям об этом сказать, что история у нас очень богатая, очень большая, очень много имен связано с историей нашего театра. И мы бы хотели, конечно, чтобы зрители об этом знали, чтобы они помнили, да, и чтобы всегда с удовольствием приходили не просто так вот на наши спектакли, но с каким-то отношением и с какими-то знаниями. Это было бы очень чудесно, тогда мы бы своей цели добились. Это были последние новости, ну а впереди нас ждут майские выходные, а значит весна зовет на шашлыки и дачные вылазки. И символично, что сегодня, 30 апреля, когда вся страна отмечает День пожарной охраны России, мы говорим не только о подвигах, но и о простых, но жизненно важных правилах безопасности на природе. Сегодня в студии руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксения Рахматуллина. Ксения, доброе утро и поздравляем с праздником вас и всех ваших коллег. Доброе утро. Доброе утро. Ксения, скажите, что нужно взять с собой на природную прогулку, ну, на всякий случай? Конечно, в первую очередь нужно определиться, куда вы направляетесь. Пожароопасный сезон на территории республики у нас еще не открыт, поскольку снежный покров еще не сошел до конца, и ландшафтных пожаров у нас на территории региона не так много. К сожалению, конечно, проводятся пожиги. Напоминаем жителям о том, что это запрещено делать. Вы представляете опасность не только для своего имущества, но и для имущества ваших соседей. Соответственно, нужно определиться с местом выезда. Каждый муниципалитет, городской округ определил места, где граждане могут отдохнуть, не нарушая законодательство Российской Федерации. С этой информацией вы можете ознакомиться на сайтах муниципалитетов. Если говорить о городе Якутск, конечно же, это традиционно Покровский тракт, по правой стороне, да, 25-й километр, село Табага у нас, ну, это пригорода Якутска, озеро Синегес, и микрорайон Кангаласы. Также многие организации, индивидуальные предприниматели, да, организовывают места отдыха, вот, где граждане могут арендовать поляну, домик или же, ну, там на свой бюджет, конечно же, и отдохнуть там, оставив все в чистоте и безопасности. Ну и, конечно, возникает место, что выехать-то можно, но еще нужно правильно выбрать место для костра. Вот как это сделать правильно? В первую очередь нужно, чтобы территория была очищена от сухостой травы, мелкого мусора, стекол, то есть почистили, да, перед тем, как подготовить костер. Сделали небольшую окопку, желательно, конечно, яму. Ну, кто без мангалов, например, да, ездит. Ни в коем случае не использовать дрова, то есть никакого открытого огня не должно быть на природе. Хотите пожарить шашлыки, пожалуйста, приобретайте угли. Вот. И, соответственно, это самый минимум безопасности — выставить либо 5-литровку с водой, либо огнетушитель. Все на машинах, в машинах у всех есть огнетушители, это требования ГИБДД. Соответственно, можно достать огнетушитель из машины и поставить его к месту своего отдыха. Ну, шашлыки мы пожарили, пришло время потушить мангал, да, угли. Как это правильно сделать? Здесь два момента. То есть первое, это же, естественно, если у нас непосредственно в яме, да, костер, либо же второе, это мангал.
То есть мангал мы аккуратненько одеваем перчаточки, высыпаем остатки углей, соответственно, что там у нас уже есть угли. Мы их разворошили, так они быстрее остывают. Заливаем их водой, шипящий звук, пар, по возможности, у кого есть лопатки, собственно, многие автомобилисты, естественно, с лопатками тоже ездят. Вот. Закопали и перед отъездом проводим рукой, смотрим, сохранилось ли тепло от углей или же нет. Если сохранилось, то повторяем процедуру, заливаем водой и закапываем земелькой. Уходя с места отдыха, часто мы не замечаем какие-то мелкие детали. Вот на что стоит обратить особенное внимание, чтобы точно не оставить опасных предметов? В первую очередь, это же, конечно, вынос мусора. К сожалению, многие, отдыхая на природе, оставляют различную стеклянную тару. Прошу напомнить, что в июле у нас устанавливается особо жаркая погода, да, при которых преломление солнечных лучей, попадая на стекло, может стать интенсификатором горения и в дальнейшем природного пожара. Прецеденты у нас в республике есть крупных пожаров. Это Верхоянский район несколько лет назад, где причиной пожара послужило как раз-таки преломление солнечных лучей. Впоследствии этот пожар, практически 2 недели его тушили, потому что он разросся очень интенсивно. Соответственно, никакого мусора после себя не оставляем и ни в коем случае стекло, либо какую-либо преломляющую тару. И действительно, даже в автомобилях, да, то есть в жаркую погоду тоже нельзя оставлять 5-литровые наполненные водой бутыли. То есть, вообще любую пластиковую посуду. Да, дело в том, что бутыль, наполненный водой, то есть он имеет тоже свою призму, и, соответственно, лучи туда попадают. Как вы, наверное, наблюдали, на многих бутылках, они же у нас не квадратные, они у нас огибающие снизу днище. Был прецедент один на чемпионат мира России, изготавливали бутылки в виде мяча, но законы физики почему-то производители забыли. Соответственно, преломление изогнутого сосуда, да, дает как солнечный зайчик, да, луч в дальнейшем, и при нагревании он, естественно, на попадание более материала такого горючего уже даст пожар. Ну а что касается частных приусадебных участков, да, частных дворов, вот как можно оградить, обезопасить свой участок от возможного пожара? Сейчас как раз сезон уборки своих дачных участков, подготовки домов. Органы Госпошнадзора совместно с администрациями, волонтерами проводят рейдовые мероприятия, где есть основания для проведения контрольно-надзорной деятельности. Да, соответственно, это уже внеплановые или плановые проверки с соответствующими потом последствиями. Да. Самое основное, это первое, что стоит запомнить, что каждое садоводческое товарищество, любой формы ответственности, не нужно сжигать мусор на своих участках. Соответственно, мусор собрали, сухостой собрали, ветки там, что-то осталось, если после прошлого года. Каждый председатель должен определить место вывоза этого мусора. То есть вы с соседями складируете в одно место, потом там раз в день там, или там, в течение недели заказываете машину, вывозите в определенное место и там уже, соответственно, уничтожаете. То есть первое, что является причиной пожара, на самом деле, это сжигание мусора у себя на участках, даже не шашлыки. Спасибо большое, Ксения, за такую полезную информацию. Мы еще раз напомнили, вроде бы все знаем, но почему-то все равно бывают несчастные случаи. Ну и, конечно, еще раз поздравляем вас и в лице вас, всех коллег, с Днем пожарной охраны России. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а какие еще важные события и даты, связанные с сегодняшним днем, давайте узнаем в нашей рубрике «Даты и события». На календаре 30 апреля, Народный день джаза, День пожарной охраны России. По народному календарю Зосима Пчельник. Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например, на какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош. Смотрели также, как пчелы пережили зиму. Мало убыли в пчелах к урожаю гречихи. Это день в истории. 311-й. Галерий подписал эдикт, разрешивший открыто исповедовать христианство.
1789 состоялась церемония инаугурации первого президента США. 1945 советские воины водрузили знамя победы над Рейхстагом в Берлине. 1971 в Москве на Ленинских горах открылся новый цирк. В этот день родились Луиза Лотарингийская Вадимон, королева Франции, супруга Генриха III Валуа. Эйген Блейлер, швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание. Филипп Киркоров, советский российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист России. Никита Панфилов, российский актер театра и кино, телеведущий. Именины сегодня отмечают Андриан, Александр, Ефрем, Михаил, Семен и Федор. Любой важный день начинается с того, что нужно встать с кровати. Признавайтесь, кто после сигнала будильника нажимает «поспать еще 5 минуточек», а потом носится по квартире в цейтноте? Но мы знаем, как обмануть организм и начать день с пользы, даже если вы еще под одеялом. Как делать зарядку, не вставая с кровати, прямо сейчас расскажем и покажем. Всем доброе утро! Сегодня я хочу показать вам зарядку, которую вы можете выполнять прямо не вставая с постели. Лучше, конечно, встать, но если вдруг вы поленитесь или у вас будет какое-то плохое настроение, поэтому вы можете прямо не вставая с кровати. Итак, первое упражнение. Мы с вами лежим, мы только проснулись, ручки кладем за голову и начинаем крутить ножками. Упражнение называется велосипед. Вы это упражнение можете делать 1-2 минуты, оно несложное, вам будет очень приятно и комфортно это делать. Можете немножечко приподнять голову, чтобы задействовать немножечко пресс. И так же самое дышим спокойно, получаем удовольствие. Так, покрутили коленками. Следующее упражнение у нас будет подъем колен к груди. Поднимаем колено и прижимаем его к груди. Делаем это упражнение очень медленно. Также 15-20 повторений. Мы делаем вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7. Коленку прям прижимаем к груди, чтобы у нас растянулась ягодица. Делаем вдох, при подъеме делаем выдох. Отлично, это упражнение закончили. Поднимаем ножки вверх, поднимаем ручки вверх и начинаем ими вращать, трясти. Разгоняем лимфу. Это упражнение очень помогает при отеках. Трясем. Нужно сделать это упражнение 1 минуту. Трясем ручками, трясем ножками. Так, потрясли. Теперь следующее упражнение. У нас будет подъем прямой ноги и касание носка. Также делаем вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7. Немножко можно приподнять корпус. Также задействуется у нас пресс. Следующее упражнение. Мы встаем на четвереньки и поднимаем правую руку и левую ногу. И меняем. Правая, левая. Конечно, это упражнение будет удобнее делать уже на коврике, потому что нам нужна твердая поверхность. Также делаем вдох, выдох. Не надо поднимать высоко ногу. У нас рука и ножка параллельно пола или параллельно кровати. Также выполняем это упражнение медленно и обязательно при этом дышим. Внизу вдох, вверху выдох. Внизу вдох, вверху выдох. Отлично. Следующее упражнение у нас подъем корпуса вверх, как будто мы приседаем, и при этом будем поднимать ручки вверх. Показываю. Вдох, выдох,
Вдох, выдох. Улыбаемся, поднимаем себе настроение. Сегодня будет самый лучший день. Сегодня у нас была вот такая необычная легкая зарядка, которую вы можете выполнять прямо не вставая с постели. Всем пока и прекрасного настроения! Порой именно, кстати, мода поднимает настроение. В мире офисной моды неожиданный поворот. Российские дизайнеры представили аксессуар, который точно не оставит вас незамеченным нигде. Это крысиная сумка. Да-да, вы не ослышались, сумка, стилизованная под крысу, создана специально для офиса. По задумке авторов, такой необычный гаджет помогает бороться со скукой и добавляет долю здорового абсурда в строгую бизнес-среду. Представьте, вы достаете из зверька блокнот или папку с отчетами, коллеги в этот момент точно оживятся. Говорят, у сумки есть даже функциональные уши-карманы для визиток и хвост-зарядка для телефона, хотя последняя, возможно, шутка. Создатели утверждают, что их творение не про страх, а про иронию и креатив. И если вы устали от серых папок и скучных рюкзаков, то эта крыса готова поселиться у вас на столе. Новость уже вызвала вирусную реакцию в соцсетях. Одни смеются, а другие хотят сделать предзаказ. Ну, а вы взяли бы сумку в свой офис вот подобную? Вероника, вот, кстати, вот вы видела ее? Знаешь, я боюсь, что у нас очень, адвокат такая среда, мы очень ироничны по своей натуре, и не все, потому что судьи это тоже, по сути, юристы, да, которые тоже соблюдают иронии. И представляешь, приходишь ты такой крысой на какой-нибудь суд, еще и с Роспотребнадзором. Я боюсь, трактовка будет неоднозначна. Да-да-да. Ну, я тоже подумал, почему именно крыса, да? Ну, скорее всего, в каких-то креативных, наверное, таких коллективах. Потому что офисная крыса. Это можно, да? Да-да-да. Все логично. Крыса не особо вообще котируется у нас. Пока креативные дизайнеры призывают нас к смелым, экстремальным, эксцентричным решениям, мы напомним о главном правиле стиля. Это база. О вещах, которые точно не вызовут споров по дресс-коду и будут уместны всегда, от повседневной жизни до совета директоров. Прямо сейчас в рубрике «Мода и стиль» поговорим о базовом мужском гардеробе. Дорогие друзья, всем доброе утро! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и это наша с вами любимая рубрика о моде и стиле. И сегодня, как мы и обещали, мы рассказываем с вами про базовый мужской гардероб вместе с нашим гостем, дизайнером одежды Сергеем Грейс. Сергей, всем доброе утро. Да, спасибо большое за то, что ты так помогаешь нам, консультируешь. И вот хотелось бы сегодня также посмотреть, как ты рассказывал в прошлый раз про такой функциональный классный гардероб, вот посмотреть, как он выглядит все-таки вживую. Да, давайте обратим внимание на капсулу, которая представлена в магазине. Здесь нам показывают и рассказывают про определенный стиль. Это смарт. Почему смарт? Да, он такой как бы между казуальным и деловым стилем. За казуальность у нас отвечают какие-то футболки потертые, принты на футболках, нестандартный пиджак, да, с карманами, не классический, ткань не классическая, но вроде бы костюм, да, с лацканами. Это говорит о том, что это стиль смарт. И здесь вы, соответственно, можете подбирать себе образы. Хотите пойти с футболкой в принте, оденьте брюки, либо хотите заменить, вы можете просто взять там рядом ближайшую рубашку. Собственно говоря, у вас уже меняется стиль. Серый очень классно с голубым смотрится, да? Да, это правда. То есть мы видим на примере групп, которые представлены, что здесь все легко между собой сочетается. Есть брюки, есть футболки. Хотите с принтом, хотите однотонную. В общем, здесь все гармонично. Да. А у меня еще вопрос. Смотри, если мы, например, все-таки взяли какой-то костюм, примерно сколько верхов необходимо для, условно, такого работы? Если мы взяли костюм. Да, то есть вот человек купил костюм, понятно, хорошо. А дальше, то есть, как он сейчас возьмет 4 футболки с принтом, и то есть это уже будет, то есть какая-то одна стилевая история. Я бы порекомендовал костюму взять футболку с принтом, однотонную футболку, однотонную рубашку и, возможно, какой-нибудь лонслив, либо толстовку, потому что этот пиджак мы можем носить еще и с джинсами, и с толстовкой.
И еще есть такое, что, например, очень часто, например, в костюмной группе, я вот, знаешь, более озвучиваю, по всей видимости, мою насмотренность. Бывает такое, что у мужчины брюки выстиранные, а верх, то есть свежий, потому что пиджак же редко стирается, и чаще всего это... Пиджаки не стираются, вообще в целом в химчистку сдают. Костюмы только химчистку. Да, но я вот просто видела ситуации, когда брюки, видно, что они часто эксплуатируются, и за счет Я этого... рекомендую избавиться от этих брюк. Да, или вот как вариант, например, купить один верх и к нему, например, 2 пары брюк, или это не вариант? Нет, это вообще вариант на самом деле. И если магазины продают подобные сеты, и это есть такая возможность, обычно костюмами продаются, не разбиваются. Но подобрать, конечно, можно любому пиджаку. Как минимум джинсы классические. Ну да, то есть чтобы была какая-то смена была. Да, потому что когда вот процент эксплуатации на вещи очень высокий, к сожалению, со временем, даже если они были из одного костюма, в какой-то момент они могут выглядеть по-разному. Ну, эксплуатация еще какого плана бывает? Бывают катышки, да? Мы их можем легко срезать бритвой, либо специальными приспособлениями. В принципе, и это дает какую-то жизнь вторую. Хорошо, тогда надо резюмировать наш с тобой выпуск о том, что мы все-таки, если мы берем один костюм, да, то это у нас минимум 4-5 верхов, да, Все верно. которые хорошо сидят, вот, и что есть отдельно стиль смарт, отдельно классический стиль, и мы как бы стараемся сильно их там между собой не переплетать. Нет, это правда, да. Да? Все. В целом, достаточно понятная инструкция. Я надеюсь, что это пригодится нашим Ну, конечно, телезрителям. тема очень обширная. Конечно. Тут можно туда разгуляться и показать на примерах, так как мы находимся в определенных рамках эфирного времени. Поэтому я надеюсь, что мы удовлетворили определенный запрос на тему. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей, за то, что уделил нам время. А вам, дорогие друзья, хорошего дня. Будьте самыми стильными этой весной. Ну, в мужской моде сейчас правит балом уверенности и стиль. Но что, если настоящая сила характера кроется не в безупречном покрое пиджака, а в умении перекроить собственную судьбу? Наша героиня когда-то всерьез примеряла на себя роль дизайнера, но жизнь примерила на нее другой наряд – белый халат нейропсихолога. Как это стало ее призванием и изменило судьбу, расскажем в нашем сюжете. Меня зовут Белолюбская Ника, я являюсь психологом, нейропсихологом. В свою профессию меня привел, наверное, случай, потому что в детстве я мечтала быть дизайнером, и после школы я все-таки не решилась осуществить свою мечту и поступила на юридический факультет. Отучилась год, поняла, что это не мое, ушла в академ отпуск. И уже после академа я все-таки решила осуществить свою мечту и поступила на декоративно-прикладное искусство. Но там не сформировалась группа, и мне сказали, вы можете перейти на любой факультет нашего университета. И мой выбор пал уже на психологию. Нейропсихология, чем мне нравится, да, чем отличается от психологии, именно работы с детьми, что мы видим очень хорошие, быстрые и явные результаты. Когда ребенок проходит курс нейрокоррекции, мы можем видеть, как у него улучшается, да, концентрация внимания, как ребенок раскрывается и становится увереннее в себе, как ему становится легче не только в учебной деятельности, но и в коммуникативных навыках. Одно из самых важных качеств для психолога, конечно же, является эмпатия. Без этого мы бы не шли, наверное, в эту профессию. И также, конечно же, желание помочь, потому что человек приходит к нам именно за помощью и именно в кризисных ситуациях. Есть такая фраза, что мы меняем жизнь, спасаем жизни без ножа и скальпеля. Нашим зрителям я хотела бы пожелать то, что важно следить за своим ментальным здоровьем, так же, как за физическим здоровьем. И что обращаться к специалисту, к психологу — это нормально. И если вы понимаете, что вы не справляетесь со своими эмоциями, со своими ситуациями, в кризисной ситуации самостоятельно, то важно обратиться за помощью к психологу. Всем желаю ментального здоровья.
Нейропсихолог помогает разобраться, как мозг обрабатывает информацию, строит речи и оживляет воспоминания. Но чтобы этим самым мозгом пользоваться на полную, нам всем в детстве нужен главный проводник в мир слов и смыслов. Поэтому прямо сейчас мы отправимся в школьный класс, туда, где логика встречается с образами, а грамматика превращается в искусство. Школьники со всей Якутии приготовили свои вопросы учителю русского языка и литературы. Сегодня в гостях у нас человек, который лечит русский язык, абсолютный победитель профессионального конкурса молодых учителей русского языка и литературы 2020, человек, учитель, который подготовил 100-бальника по литературе. Марьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Рядом с таким профессионалом, мастером слова уж точно не скажешь «позвонишь», а «позвонишь». Готова принять вызов 60 секунд? Да, готова. Здравствуйте, я Сотникова Алина, ученица 11 класса МБУ Добанская СОЖ Алекминского района. Скажите, пожалуйста, почему в русском языке так много исключений? Здравствуйте, Алина. Очень интересный вопрос. Ответ такой. Русский язык – это живой отдельный организм. И сразу вспоминаются слова Ивана Сергеевича Тургенева. Русский язык – стихотворение в прозе. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. И нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Такой язык могучий, не может не иметь исключений. Меня зовут Мандарова Калиста, ученица 9 класса Халбакинской средней общеобразовательной школы имени Прокопия Кентьевича Быканова Вилюйского района. Мой вопрос: чем тире отличается от дефиса и почему это важно? Чем отличается тире от дефиса? Тире длинное, а дефис покороче. И самое главное отличие, и что важно, во-первых, это знаки разные, пунктуационный знак и орфографический знак, потому что дефис входит в часть слова, а тире – это пунктуация. Там нужно уже часть между членами предложения или часть между словами. Обычно вспоминаем правило сразу: тире между подлежащим и сказуемым. Москва – столица. Здравствуйте, меня зовут Гребенкин Константин Александрович, я ученик 9 альфа-класса Нижнекурнасской гимназии Алданского района. Мне всегда интересно, почему добро в сказках всегда побеждает зло, а в жизни бывает иначе? Почему в сказках побеждает добро? Потому что это закон мироздания, это мораль, это этика, это нравственность, это воспитание. Именно по сказкам учатся дети, учатся справедливости, честности и, самое главное, доброте, совершать добрые дела. И в жизни, в реальной сейчас нынешней жизни, всегда я верю, что добро всегда побеждает зло. И так всегда будет. Не зря говорят, все, что творится, совершается, все к хорошему, к лучшему. Дорогие ученики, любите русский язык, соблюдайте все орфоэпические, орфографические, пунктуационные нормы. Сегодня такой прекрасный день, апрельский. Наслаждайтесь и получайте удовольствие от уроков русского языка. Также наслаждайтесь нашим контентом, поэтому подписывайтесь на наши соцсети Министерства образования и будьте в ритме образования Якутии. Ну, согласитесь, когда учитель так увлеченно говорит о литературе и языке, сразу видно, школа для него не просто работа, а настоящий дом. И сегодняшний сюжет как раз об этом. Это история о человеке, который однажды вышел из класса своей родной школы, выучился и вернулся обратно, но уже не ученицей, а наставником. Светлана Амелина, завуч Алданской школы номер 2. За плечами больше 30 лет, отданных детям. Бывшая ученица, а теперь душа целого коллектива, автор множества проектов и генератор идей, которым нет до конца. А в чем секрет такой преданности и какие планы она строит сейчас, узнаем из репортажа наших корреспондентов.
Организация и координация учебного процесса, составление расписания, подготовка планов и отчетов, взаимодействие с коллегами, беседы с родителями, повседневных дел и задач у завуча Алданской школы номер 2 Светланы Амелиной масса. Одно из ключевых направлений составляет работа с детьми. Про Светлану Геннадьевну я могу сказать так, что это лучший завуч в нашей школе. Ну, так можно заявить. Она многое сделала, чтобы на наше воспитание повлиять, на саму школу в целом. Она приложила немалые усилия. Детям Светлана Геннадьевна отдала более 30 лет. О том, что свяжет жизнь с педагогикой, наша собеседница твердо решила еще в школе. В 80-е годы в общеобразовательных учреждениях был взят ориентир на производственное обучение. Профориентационная программа, которую выбрала юная Светлана, увлекла школьницу сразу. Мои одноклассницы, большинство, учились секретарскому делу, учились там шить. А я пошла в педкласс. Наставником у нас была Лидия Петровна Гумурзакова. И она, именно она сыграла большую роль в выборе профессии. К слову, Светлана Геннадьевна сама является бывшей ученицей второй школы. Правда, аттестат зрелости она получила не в этих стенах. Класс нашей героини стал последним выпуском, вышедшим в большую жизнь из небольшого деревянного здания, в котором школа располагалась ранее. Если мы встречаемся с одноклассниками, понятно, они вспоминают больше свою школу. Для меня эти понятия, они уже как-то сравнялись. Я уже одинаковая, к той старой, к этой новой, потому что она моя родная. Получив образование, Светлана вернулась в свою, но уже новую школу учителем начальных классов. Свои первые уроки она помнит и сейчас. Страхов и волнений не испытывала. Рядом были учителя, теперь ставшие коллегами. Наставники во всем поддерживали молодого педагога. Теплые отношения Светлана Геннадьевна сохранила и с учениками. Многие из них привели детей к нам в школу. Это меня очень радует, что они нам доверили своих чад. Вот мы встречаемся на родительских собраниях. Утром, когда встречаем детей, они заводят. Начав работать с самыми маленькими школьниками, позднее Светлана Геннадьевна стала вести ОБЖ в средних и старших классах. Более 20 лет назад она заступила в должность завуча и длительное время совмещала заведование учебной частью с преподаванием. В последние годы наша героиня занимается только административной работой, которая охватывает обширный спектр задач. Я думаю, что любая школа не обходится без души. В нашей школе это именно она. Она поможет абсолютно везде. Она сделает все, чтобы какое-то мероприятие было выполнено. Она участвует во всех мероприятиях нашей школы и вне школы. Она участвует в некотором роде даже в наших личных жизнях. Мы можем посоветоваться с ней о чем-то, мы можем с ней поговорить. По мнению Светланы Геннадьевны, для поддержания мотивации детей к учебе очень важна здоровая, дружелюбная атмосфера, которая позволит каждому человечку чувствовать себя частью коллектива. Причем частью не отдельной, а включенной в общий процесс. Большое значение имеет внеурочная деятельность. Во второй школе она весьма разнопланова. Большое место занимают проекты патриотического воспитания. Мы уже 2 года реализуем проект «Календарь Победы». Мы гордимся, потому что столько всего сделано, и уголок мы оформили новый. Сейчас у нас много ребят на СВО, мы все это отслеживаем, тоже пытаемся связь поддерживать. Ребята у нас на уроках технологии и плетут сети, и делают свечи, и мы им помогаем. Школьные будни чрезвычайно насыщены, идей у педагогов множество, а первыми их соратниками становятся, конечно же, дети. Ребята с энтузиазмом включаются в познавательную и творческую деятельность. Сейчас учителя и ученики приступили к реализации проекта, посвященного юбилею второй школы. Осенью, то есть уже в новом учебном году, она отметит 90 лет. Наш проект называется «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». И мы хотим и уже проводим, начали эту работу, провести прямо цикл мероприятий, проектов, встреч, посвященный тому, что мы расскажем о тех людях, которые работали и которые учились у нас в школе. По словам Светланы Геннадьевны, педагог взрослеет с каждым из своих воспитанников, поскольку именно дети нацеливают учителя на постоянное саморазвитие. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В 2027 году пенсии в России будут повышать по-разному. Всего предусмотрено 5 механизмов индексации. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Страховые пенсии увеличат дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, а с 1 апреля с учетом доходов социального фонда и роста зарплат. Социальные пенсии поднимут один раз с 1 апреля. У работающих пенсионеров будет еще одна прибавка 1 августа. Социальный фонд автоматически пересчитает выплаты, но не больше, чем на 3 пенсионных коэффициента. Бывшие летчики и шахтеры смогут рассчитывать на перерасчет доплат 4 раза в год, а военные пенсии проиндексируют отдельно в зависимости от роста денежного довольствия военнослужащих. Сезон большой воды во всеоружии. В республике завершается подготовка к противопаводковым мероприятиям. На реках республики выполнены все превентивные мероприятия: зачернение и распиловка льда. Развитие паводковой ситуации будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели, однако все службы уже приведены в готовность. В районы республики направлены силы и средства МЧС России, службы спасения и Росводресурсов. В готовности и тяжелая техника, 25 единиц, вездеходы, беспилотники и вертолеты. В том числе будет у нас 2 воздушных судна МЧС России. Одно будет базироваться здесь на территории города Якутска и будет мониторить и использоваться с Ленского района. Ленский, Алекминский, город Якутск, Хангаласский, Намский район, ну и ниже по реке по прохождению ледохода. И один вертолет у нас будет базироваться на дежурстве в Среднеколымске. Будет он прикрывать и Верхнеколымский район, Среднеколымский район и Нижнеколымский район. В целом я хочу сказать, что в соответствии с нашим сегодняшним мероприятием все группы полностью у нас готовы к мероприятиям по пропуску, безопасному пропуску весеннего полугодия 2026 года. Почти 2000 студентов Якутии получили поддержку на целевое обучение. Так, в Северо-Восточном федеральном университете по квоте учатся 1281 студент. Больше всего целевиков в медицинском и педагогическом институтах. Целевое обучение дает и другие бонусы: повышенную стипендию и практику у будущего работодателя. По словам министра по делам молодежи Якутии Петра Шамаева, такая система помогает развивать кадровый потенциал республики. Выпускники видят перспективы работы дома и остаются в регионе. Чтобы поступить на целевое место, нужно подать заявление через госуслуги с 20 июня по 25 июля, выбрать предложение на платформе «Работа в России» и заключить договор с заказчиком до 1 сентября. Глава Якутии отметил высокую заинтересованность в стране и регионе к среднему профессиональному образованию. Так, в Якутии сейчас действует 43 СПО. На одно учебное место претендует в среднем 6,5 человек. Рекордсменом среди них является Якутский колледж связи, где на одно место подают заявки порядка 14 выпускников школ. Сегодня колледж – одно из динамично развивающихся образовательных учреждений, где обучают связистов, программистов и операторов ВПЛА. Студенты участвуют в соревнованиях регионального и всероссийского уровней, занимая лидирующие места. А с этого года планируется введение новых специальностей в области компьютерных, веб-разработок, а также в применении искусственного интеллекта. Программы ежегодно меняются, то есть по информационным системам и программированию сейчас будет разработчик веб-приложений, будет разработчик мультимедийных студий. То есть, потому что отрасль связи, она постоянно развивается. Если 30-е годы они готовили специалистов по радиосвязи, в 60-е годы готовили специалистов телефонной связи, в 80-е спутниковой связи, 90-е сотовой связи. Сейчас вот готовят специалистов по компьютерным технологиям. Вот. Поэтому где технологии связи развиваются, там и развивается образовательная программа. Колоритные украшения на любой вкус представили мастерицы Мирнинского района в честь Дня Республики. Колье с якутскими орнаментами, аутентичные косоплетки, рукавицы с бисерной вышивкой и не только украсили холл театрально-концертного центра «Якутск». А в концертном зале лучшие коллективы пели на языке саха, исполняли традиционные танцы, демонстрирующие разные грани национальной культуры. В праздничный день ряды почетных граждан Мирнинского района пополнил Сергей Долгих. Всего на концерте за вклад в развитие алмазной провинции и добросовестный труд наградами отметили десяток человек. Теплые слова в честь праздника произнесли и представители районной администрации мэрии Мирного. А объединиться еще сильнее гостям праздника помог традиционный танец «Дружба Осоха», и собравший более сотни человек. Запевалами выступили опытные и юные исполнители. Для Мирного этот праздник имеет особое значение. Ведь наш город является немалой частицей большой и сильной республики,
где живут и трудятся люди разных национальностей. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Вообще праздники уже на пороге, а это значит долгожданная возможность побыть с семьей. И чтобы эти дни прошли по-настоящему душевно, нужно уже строить планы. А мы вам поможем, расскажем, какие новинки появились в кинотеатрах. Смотрите в кинотеатрах Якутска с этого четверга. Анимационный фильм для всей семьи «Грузовички». Режиссер картины Дмитрий Грачев. Грузовичок-подросток Саня всю жизнь проработал в карьере с родителями, но однажды случайно знакомится с городскими жителями, еще одним грузовичком и поливальной машиной. Новые друзья открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьезная угроза – проснувшийся вулкан в горах. Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно. Создатели планируют снять целую серию мультфильмов, героями которой станут не только грузовички, но и другие машины. Так что зрители ожидает целая анимационная вселенная. Не пропустите эту захватывающую историю о дружбе и смелости. Зачем мы тренируемся? Чтобы дышать. Зачем дышать? Чтобы Вторая премьера недели – спортивная драма «Бой со зверем» от режиссера Тома Рейли. Фильм создан при участии профессиональной лиги смешанных единоборств, благодаря чему все сцены боев в октагоне поставлены максимально реалистично. В центре сюжета бывший чемпион смешанных боевых искусств Пэттон Джеймс. После долгих лет вдали от октагона он вынужден вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата Мелана. Воссоединившись с тренером Сэмми, который когда-то сделал его легендой, он решается на последний бой – жесткую схватку с действующим чемпионом Ксавьером Грау. На кону стоит не только его жизнь, но и его наследие. Сможет ли Пэттон выстоять и вернуть себе имя? Узнайте на большом экране. разбить ему морду. Хороший план. В кино с 30 апреля. С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть. Следующая не менее интересная премьера этой недели – мистический триллер «Полутон». В центре сюжета ведущая популярного подкаста о паранормальных явлениях, которая начинает получать загадочные аудиозаписи от неизвестного отправителя. С каждым новым сообщением происходящее вокруг нее становится все страшнее и необъяснимее. Сможет ли героиня разгадать тайну этих записей, прежде чем будет слишком поздно? Ответ узнаете на больших экранах. Желаем всем приятного просмотра. Чем вы думали? Не надо было слушать до конца. Она придет. А сейчас мы поговорим о Первомае, празднике, который остается символом уважения к людям, труда. У нас в гостях Андрей Важенников, председатель Якутской республиканской общественной организации, Ленская бассейновая организация профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации. И Василий Брыжаха, заместитель председателя Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Расскажут, каких организаций готовятся к первомайской акции и какие вопросы сегодня волнуют речников и медиков. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Андрей Сергеевич, 1 мая в Якутии снова пройдет без традиционного шествия, но с праздничным мероприятием. Как ваш профсоюз решил отметить этот день? Вот что запланировали? Ну, наши первичные профсоюзные организации, которые находятся в городе Якутске, это Ленское объединенное речное пароходство, ФБО, администрация Ленского бассейна, присоединятся к торжественным мероприятиям на площади Дружбы. Лично я поеду в поселок Жатай. Там от здания завода управления Жатайского судоремонтного завода пройдет шествие до площади. Там будет организован на Доме культуры «Маяк»
концертная программа. Ну и мы в этом году организовали конкурс видеопоздравлений по всей республике наших первичных профсоюзных организаций, которые находятся в Витиме, на Колыме, ну, по всей республике, будут отправлять нам видеопоздравления. Где-то размещать будете? Конечно, в социальных сетях, ВКонтакте, можно будет найти, в Максе, посмотреть. да, конечно, мы Здорово. очень хотим увидеть все наши первички. Василий Викторович, вот недавно в Москве прошел 9-й съезд профсоюза работников здравоохранения. Какие основные итоги съезда и какие впечатления у вас от участия? Ну, впечатления на самом деле очень положительные. Съезд прошел на высочайшем организационном уровне. Среди гостей был лично министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, депутаты Государственной Думы, представители администрации президента, Российского союза промышленных предпринимателей, Национальной медицинской палаты и зарубежные гости. Начался съезд с живого исполнения гимна профсоюза работников здравоохранения. У нас проводился конкурс, и врач из Башкортостана, он со сцены пел вживую. И также были до этого сделаны видеозаписи, шел видеоряд, где коллективы представляли, также пели, в том числе наш коллектив Национального центра медицины несколько раз промелькнул в этих, так сказать, в исполнении гимна. То есть все было шикарно. Самый главный итог – это переизбрано руководство нашего профсоюза. Вновь лидер наш Анатолий Добников избран председателем, избраны заместители, новый состав президиума Центрального комитета. Принята программа действий профсоюза на 2026-2031 годы. В приоритете это, конечно же, кадровая политика, внедрение новой системы оплаты труда, наставничество, охрана труда, поддержка молодежи и социального партнерства. Очень интересно. Ну, вообще, вот избрание на новый срок – это всегда волнительно. Вот вы какие задачи поставили перед собой и профсоюзной организации на ближайшие 5 лет? Ну, на самом деле задач очень много, но одна основная, такая серьезная, это по дифференциации заработной платы среди работников водного транспорта. У нас работников, приезжающих на навигационный период, более 70%. И на данный момент есть такая несправедливость в заработной плате. Те, кто родились, живут здесь и работают в водном транспорте, получают такую же зарплату, как те, которые приехали сюда на навигацию. Но я считаю, это очень глобальный вопрос. О нем начал в этом году говорить на попечительском совете в Якутском институте водного транспорта. Это первое было. Считаю, далее нужно будет поработать с министром транспорта и дорожного хозяйства. Ну и вообще, считаю, нужно будет также вынести на уровень правительства, чтобы обратили на это внимание. Потому что очень важный и глобальный вопрос, который требует особого внимания. Василий Викторович, вот по стране, получается, внедряют новую систему оплаты труда. Какие при этом цели планируется достичь? Ну, основная цель – это создание единых требований, подходов к формированию системы оплаты труда в регионах. Чтобы не было такой ситуации, когда соседние регионы, а зарплата отличается в разы. То есть это установление единых окладов по отдельным специальностям, по конкретным специальностям, одинаковый подход к премиальным, стимулирующим выплатам, к компенсационным выплатам, чтобы не было, опять же, ситуации, когда в одном городе оклады отличаются в 4 раза у одинаковых специальностей в одинаковых больницах. Поэтому главное — создание справедливой системы оплаты труда и достойной оценки уровня оплаты труда всех работников здравоохранения. Впервые на съезде прозвучало, что новая система оплаты труда будет касаться не только медицинских работников, но и работников немедицинских специальностей, которые сегодня получают на уровне МРОТ или чуть выше МРОТ, что совершенно недопустимо. То есть это создание единой системы, без уравниловки, но, по крайней мере, на федеральном уровне установление минимальных гарантий по оплате труда. Ну, это здорово. Такая волнительная тема. Ну и вопрос разрешающий. Вот удается ли молодежь привлекать в отрасль? Ну, этим, на самом деле, у нас занимается Якутский институт водного транспорта, Жатайский техникум очень хорошо. Ну и вообще, видимо, сложилась такая тенденция, или, не знаю, молодежь сама сейчас приходит и хочет учиться в институте, в техникуме, и говорят, что вот очень хорошо, что я могу работать на флоте, у нас питание организовывается, да, есть проживание, то есть за навигацию можно заработать очень хорошие деньги и потом зимой быть в межнавигационном периоде. Вот так сейчас молодежь приходит как бы уже со своим интересом, мне нравится, все устраивает. Здорово. То есть сами, да,
Это что такая активность? И романтика возле реки, все лето, очень хорошо, да. Да, наверное, в этом тоже есть что-то. А скажите, вот в настоящее время активно внедряется институт наставничества. Что делает профсоюз в этом направлении? Значит, вот этому вопросу на съезде было уделено большое внимание. В рамках съезда 15 апреля было проведено совместное совещание Минздрава России и нашего профсоюза. С основным докладом выступил Наркевич Артем Николаевич, представитель Минздрава. Он доложил о том, что приняты два основополагающих документа, два приказа 5 марта об утверждении положения о наставничестве в отрасли здравоохранения и об утверждении перечня специальностей и сроках проведения наставничества. И определены поэтапные сроки введения наставничества в отрасли здравоохранения. Хотя на самом деле это давно развивается. В Московской областной организации профсоюза это с 2016 года началось. У нас это активно развивается в Национальном центре медицины и в других отраслях. Так что это действительно веление времени. Спасибо большое, но очень интересно, очень здорово, что и институт наставничества есть, и молодежь при этом привлекается. Вот, я думаю, вашу тоже, да, стало больше. Спасибо, с наступающим вас праздником, ну и будем завтра за вами следить, как у вас пройдут мероприятия. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а мы нашим телезрителям, конечно, желаем всего самого хорошего. У нас заканчивается короткая рабочая неделя, чтобы хорошо прошли праздничные дни и с наступающим праздником. С праздником, и увидимся после выходных. Всем хорошего настроения. Ну и, конечно, завтра посетите обязательно какие-то городские мероприятия, чтобы поддержать наших работников. До новых встреч в эфире и хорошего настроения. Пока.